Старейший на Дальнем Востоке театр, Государственный академический русский драматический театр, отмечает свое 132-летие. За это время здесь было поставлено более 700 спектаклей, сыграны тысячи ролей. И сегодня мы решили узнать о том, каким театр был в прошлом и каким он стал сегодня. Долгое время русский театр считался молодым культурным учреждением, но историками были найдены документы, датированные 1891 годом с упоминанием деятельности театра. Более того, первые литературные упоминания о театральном искусстве в Якутске относятся к 1833 году в книге писателя-этнографа Николая Щукина «Поездка в Якутск». За свою историю театр не раз переживал не самые легкие времена. Первое здание разрушилось, второе сгорело, и лишь в 1957 году театр переехал в новое типовое здание, в котором и располагается по сей день. При всех этих перипетиях театр выстоял, театр смог устоять на ногах, работал, выпускал спектакли, как бы то ни было тяжело. Конечно же, то время и сейчас оно очень сильно разится и по объему показа спектаклей, по объему посещаемости, да, зрительской аудитории, по материалу, по репертуару, по гастрольной деятельности, по фестивалям. Конечно же, это абсолютно разные периоды жизни театра, но надо отдать должное, то, что театр действительно, он сейчас такое ощущение, что он все больше еще набирает обороты. Вот, хотя даже сейчас уже можно отметить то, что довольно-таки высокий уровень, и о русском театре из Республики Саха-Якутия знают уже далеко за пределами республики, и не только в пределах Российской Федерации. Это вот на самом деле уже о многом говорит. И замечательные американские друзья. От имени Русского театра я благодарю вас за то, что вы, несмотря на все сложности военного времени, пришли сегодня к нам на премьеру спектакля «Давным-давно». За это время со сцены театра прозвучали многие известные имена. Артисты приходят и остаются в родном театре на долгие годы. В августе будет уже в этом театре, как я, 34 года. Вот я без всяких преувеличений и без всякой ложной скромности могу сказать, у нас талантливейшая труппа, у нас талантливейший вспомогательный состав. Вот, знаете, так сейчас скажу высокопарно. У нас театр талант. И пусть ребята в это верят. Верьте в это, ребята, что театр у нас талант. И я очень счастлива, что я являюсь такой частичкой, ну, чуть-чуть такой стареющей, но частичкой этого живого настоящего такого театра. И главное, ни на секунду и ни на йоту не предающего своего дела. Вот такой у нас коллектив, вот такая у нас труппа и вот такой у нас театр. И я даже горда, что я работаю в этом театре уже 34 года. В следующем году мне 75, на сцене 55, и здесь, в Якутске, 45. 3 пятерки. Красиво. Первой была работа с Валерием Яковлевичем Келе-Пеле, и первая большая работа, такая уже серьезная работа в этом театре. Вот это первая работа. Поутру они проснулись, Шукшина. Вот это была первая работа. А потом пошло-поехало. Я не могу жаловаться на свою судьбу, конечно, в этом театре. И, конечно, я очень благодарен Валерию Яковлевичу Келе-Пеле, который мне дорогу, я как бы думал очень коротко здесь побыть, может полгода, может год. И вот видите, 45 лет уже будет. Так что это уже дом, это образ жизни. Вместе со старым составом бок о бок трудятся и молодые актеры, которые тоже уже заработали немаленький стаж в стенах театра. Да, они милые, безобидные создания. Служу с 2005 года. Огромное удовольствие я получаю от работы на сцене. И многие говорят, что у нас вот здесь на севере менталитет немного такой зажатый, и мы все очень скромные люди, но на самом деле, когда ты работаешь перед нашим зрителем якутским, я этого не чувствую абсолютно, и даже те люди, которые приезжают с центральных городов, говорят, что зритель один из лучших у нас
в городе, потому что он такой теплый, такой искренний, и столько тепла и любви он отдает нам. Актер же получает, он отдает и получает. И вот эта вот связь между зрителем и артистом, она очень важна. Поэтому я люблю этот театр, горжусь тем, что я здесь служу. И, наверное, желаю всем тем людям, которые сомневаются все-таки на том ли они месте, поискать какие-то плюсы в своей профессии и быть такими же счастливыми, как мы. Я работаю с 2005 года в театре. Почему я выбрал? Ну, потому что были какие-то там успехи в школьных, там, творческих каких-то мероприятиях разных. Во Дворце детства тоже я занимался. Первая моя роль была роль слепого парня в спектакле «Эти свободные бабочки». Вот это большая удача была получить такую роль вот сразу же после выпуска. Объемную, сложную, многогранную роль. И вот это там спасибо случаю, не знаю, спасибо режиссеру, который взял меня. Для меня это такая одна из знаковых ролей в моей жизни. Ты ищешь в роли себя, то есть что-то свое. И также и как-то присваиваешь эту роль, присваиваешь себе. И то есть она так или иначе, она как-то на тебя все равно влияет. И ты становишься другим человеком, сыграв роль. Как что-то другое ты подчерпываешь от персонажа. Как-то они все роли как-то чуть-чуть в какой-то, в большей или меньшей степени как-то влияют на тебя, как на актера и как на человека. В русском с 2000-го. Я, когда еще был студентом, пришел в другой театр. Здесь много было так называемых стариков, которых мы любим и уважаем. Мы говорим «старики с любовью» всегда. Конечно, менталитет был немножко другой, другие какие-то смыслы, что-то такое. И театр был немножко другой по виду, по форме, потому что много было вложено в этот театр, он немножко изменился. Вот. Всегда происходит эволюция. Театр не может стоять на месте. Конечно, пришло молодое, горячее поколение, которое тоже потихонечку в старики двигается. Я про себя сейчас говорю. Но самое главное, что остается в театре, мне кажется, незыблемая такая вещь, это гуманизация нашего общества. Мы должны приносить огромную пользу, согревать, смягчать сердца наших собратьев по Пушкину. Вот, поэтому коллеги, про коллег можно сказать только все самое лучшее, все самое замечательное. Люблю своих коллег. Потрясающие люди рядом со мной работают всегда. Руку протянут помощи, всегда чувство локтя. В общем, мне комфортно с моими коллегами. Мы сыграны, у нас такие братские взаимоотношения, потому что театр – это семья. И без этого, в общем-то, здесь никак нельзя. Здесь ставятся спектакли не только для детей, но и для взрослых. Кроме того, театр колоритен тем, что ставит спектакли, в центре которых судьбы живших в Якутии людей. Мы играем спектакль «Созвездие Марии». Это, несмотря на то, что давно он у нас уже в репертуаре, это уникальный спектакль. В чем его уникальность? То, что он написан специально для нашего театра и написан как раз про исторические события, которые проходили в Якутске, что команда Беринга создавала здесь дюпель-шлюпы, собирали и формировали команды гардемаринов якутских. Кто не видел из зрителей, я думаю, это будет интересно. Театр активно работает с режиссерами из других городов. В этом году труппа выезжала на гастроли в город Нерюнгри, после чего в столицу приехал директор Республиканского театра кукол Петр Скрябин и поставил с актерами русского театра несколько спектаклей. А сейчас в Якутске находится режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш. Он приехал для того, чтобы поставить спектакль «Женитьба Фигаро», который закроет 132-й театральный сезон. К сожалению, я в Якутске первый раз. Я думаю, что с городом я в ближайшее время познакомлюсь, тогда я смогу вам сказать.
более подробно, как мне все это нравится. Но пока нравится, все нормально. Актеров буду отбирать не я, а ваше руководство, потому что я актеров, к сожалению, не знаю. Поэтому будем корректировать все в процессе работы. Где-то месяц с небольшим примерно вот так будет длиться работа. Одним словом, театр не стоит на месте, всячески развиваясь и используя в своей работе все новые методы. И все это для того, чтобы зрителям всех возрастов было интереснее сюда приходить. Плотно мы работаем над живым звуком, чтобы актеры и пели вживую на спектаклях, уже не под плюс, именно вживую. И также живая музыка была. Ну, то есть не в каждом, конечно, спектакле, но у нас есть такие спектакли, где у нас оркестр играет на сцене, такие как «Сорванец». Ну а самое главное в театре не то, что каждый актер стал членом одной большой семьи, и даже не то, что свою работу актеры с любовью называют служением театру. Главное в театре – это зритель, ведь именно зритель дает актеру то, ради чего он стал актером – свою любовь и признание. Вы знаете, сейчас многие мои сверстники считают, что во время вот телевидения, компьютеров и интернета театр потерял свою значимость. А мне кажется, что это совершенно не так. Наш сегодняшний театр, я считаю, вот с недавнего времени, что он современный театр. Вот при всей своей архаичности это современный театр. И наш театр именно то место, в которое можно приходить. Можно приходить и вот как в зеркале вот в этом видеть свое собственное отражение. Вот я прихожу в театр, и где-то, в чем-то, в ком-то я вдруг вижу себя. В театре можно погрустить, там, о прошлом. Можно так остановиться, сосредоточиться и подумать о том же прошлом, о настоящем, можно о будущем. Можно посмеяться над собой. А главное, что в театре можно мечтать. Вот я еще мечтаю. Это такое живое, повседневное, каждодневное, совершенно неожиданное вот, обновление, изменение искусства. И в центре вот этого искусства стоит человеческая личность. Вот со всеми своими вечными проблемами, со своим взлетами, падениями, со своими удачами, неудачами, смехом, слезами и вот со своим верованием. Сперва ты отдаешь себя зрителю, всю свою энергию, а потом ты взамен получаешь вот теплоту, любовь, тоже энергию обратную со зрителем, такой обмен энергиями. Только тут разница в том, что ты выходишь один и пытаешься всем зрителям себя всего отдать, а потом зритель, их много сидит в зале, полный зал, 400 человек, они тебе всю свою любовь отдают. Это такой кайф. Это такой своеобразный, я вам скажу, наркотик. Вот кто его вкусил хотя бы раз, он потом из театра уже никогда не уйдет. Потрясающее ощущение. Как гласит известная фраза, весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Поэтому сотрудники театра искренне верят, что пока есть жизнь на земле, и театр будет жить всегда.